Я напоминаю, что сегодня у нас предновогоднее утро, и у нас в студии гости. Это утро с нами встречает экскурсовод Музея краеведения имени Тугана Мальсагова Хаджимурат Плиев. Доброе утро. Доброе утро. Я рада приветствовать вас сегодня в нашей студии. Хаджимурат, уже скоро наступит 2022 год, и мне кажется, пора подводить итоги. Какая работа была проделана в этом году? Год 2021 был очень интересный и весьма плодотворный для нашего музея. Мы, несмотря на пандемию, продолжали работать по всем направлениям нашей деятельности, в том числе и Великая Отечественная война. У нас есть большой боевой зал, посвященный именно этой теме, в котором я работаю. И также есть малый боевой зал. Это войны помимо Великой Отечественной войны, которые также необходимо осветить. Это русско-турецкая война, Первая мировая война и гражданская война. Также мы в своей деятельности неоднократно отмечаем и конфликт в Афганистане. Несмотря на то, что эта тема весьма щепетильная, мы все равно вспоминаем тех юношей, которые ушли туда воевать. Также хотелось бы отметить и соответствие нашего плана, разработанному и одобренного Министерством культуры Российской Федерации и Республики Ингушетия. У нас было много мероприятий, несмотря на пандемию, мы звали нескольких людей, говорили о важных насущных проблемах и темах, в том числе в наших стенах прошло немало всероссийских выставок, в том числе без срока давности, посвященные зверствам нацистов на оккупированной территории Советского Союза, войны Гиппократа, посвященные врачам, погибшим при столкновении с COVID-19, в том числе там были и наши земляки, и также обширная выставка, посвященная 300-летию прокуратуры Российской Федерации. Но я думаю, также стоит отметить, что у нас есть совместная рубрика, да, с утренней редакцией. Вспомним всех поименно. Как появилась идея, расскажите об этом. Идея появилась у вашей коллеги Дали Плиевой. Она очень часто гость нашего музея, очень большой друг нашего музея. И она очень заинтересована в том, чтобы многие ветераны Великой Отечественной войны, в том числе и те, которых с нами нет, которые погибли на фронтах этого страшного сражения, они были освещены максимально подробно, чтобы о каждом из них сложилась картина. В этом, безусловно, заинтересованы и мы. Мы неоднократно сотрудничали с утренней редакцией, пытаясь осветить те или иные проблемы. Помимо затронутых тем, в рамках этой рубрики в этом году было освещено около 20 человек. И также мы неоднократно освещали и такие тематические выставки, как День танкиста, День артиллериста, День неизвестного солдата и многие другие. Нам действительно есть кем гордиться. Очень много у нас доблестных, скажем так, военнослужащих было, и ветеранов, и офицеров. Хаджимурат, скажите, пожалуйста, какие цели на новый 2022 год вы уже для себя поставили? Мы будем продолжать работу, в том числе ориентир у нас есть. Это духовно-нравственное воспитание и патриотическое воспитание граждан, в том числе и школьников, которые приходят на экскурсии, и студентов, которые не только приходят на экскурсии, но и в поисках материала. Мы будем расширять поле деятельности, будем освещать все новые и новые лица, новые темы, и будем надеяться, мы плодотворно проведем следующий год. И ваши пожелания для наших дорогих телезрителей? В следующем году я желаю всем своим согражданам, и не только в нашем регионе, в первую очередь здоровья, терпения и любви. И я, в свою очередь, желаю вам удачи и, конечно же, плодотворной работы. С наступающим вас! И у нас есть для вас маленький презент. Держите. Еще раз с наступающим. Удачи вам! Спасибо. А эфир «Утро» продолжается, и не переключайтесь.